В январе 2006 года, ровно 20 лет назад, началась первая в истории независимой Абхазии паспортизация населения. Впервые жители республики получили документ, подтверждающий гражданство Абхазии с атрибутами в цветах национальной символики. Сегодня зеленый паспорт – это привычный и главный документ гражданина нашей страны. Но тогда, в послевоенной блокадной Абхазии, разработать, напечатать, привезти несколько тысяч паспортов было очень непросто. О том, как создавался первый абхазский паспорт и об остальных этапах паспортизации – этот фильм. Был документ форма 9, это заменяет паспорт. Это по утере паспорта выдается на месяц, там продлевается. Другого документа в республике не было. И вот в 2000 году наш отдел паспортной службы пришел вот к единому мнению для выдачи заграничного паспорта. Тогда был в наличии заграничный паспорт. Это 40-я, 41-я, 42-я серия. Старого образца заграничный паспорт, по которому люди выезжали за пределы республики. То есть можно было спокойно в Турцию, наши граждане выезжали. Вот. Но как-то надо было ситуацию спасать, потому что по форме 9 не могли люди никакие свои вопросы решать. К единому мнению, чтобы вот этот паспорт заграничный выполнял функции общегражданского паспорта. И на 17-й странице мы ставили прописку. И вы знаете, на тот момент мы эту работу сделали. Я только сейчас понимаю, что мы сделали тогда, потому что вот руководство нашей страны, я вот благодарна, конечно, что они нас поддержали. Потом я очень благодарна России, которая приняла эти нестандартные такие вот моменты, чтобы вот в заграничном паспорте поставить штамп прописки о, значит, регистрации гражданина. Да? Я очень благодарна и вспоминаю это. То есть мы сделали большое дело тогда. Около 30 тысяч, если мне не изменяет память, мы вот обеспечили граждан этими паспортами. Они могли спокойно выехать и решать свои вопросы. Дети могли поступать. Люди, которые в лечении нуждались, тоже получали. То есть вот такая ситуация была. Указ вышел в 2003 году. Указ был Владислава Григорьевича об учреждении выдачи, об учреждении паспорта общегражданского. И в целом это как бы венчало всю эту архитектуру государственного устройства, которая вот началась даже еще во время войны, началась, даже перед войной началась, а вот она как бы венчала вот всю эту конструкцию, которая была выстроена, и это очень символично, что это произошло в эпоху Ардзеба, потому что это вполне логично тому, что происходило тогда в Абхазии, то есть когда строилось государство и строилось полноценным. А так мы с войны многие вышли без паспортов, кто-то потерял, кто-то утратил. Часто вырваны были листы, а вырванные листы у паспорта это уже он негодный, поэтому очень многие были ущемлены в передвижении, и плюс еще режим блокады, который был на ПСО, это все, конечно, очень усложняло жизнь. Это сейчас кажется естественным иметь паспорт и абхазский, и заграничный абхазский, и российский заграничный, и передвигаться. А в то время, я помню, у меня с войны я остался без паспорта советского, и потом уже какой-то выдали паспорт, по-моему, остатки батумских паспортов были здесь, их повыдали советский паспорт опять, то есть Союза уже не было, Советского Союза, а мне выдали паспорт гражданина Советского Союза с печатью, что это уже после 2000-х, что у меня еще есть гражданство России. А абхазских паспортов не было, и это, конечно, это было нелогично. И иметь государство, не иметь паспорт. Естественно, это государственный вопрос. То есть вы должны обеспечить своих граждан документами, легальными, официальными и так далее. А до этого, что был у нас советский паспорт,
из которого, как только началась война, очень многие выдернули грузинский текст. Естественно, это было сделано в эмоциональном таком состоянии. Вот. И к этим паспортам сразу после войны на границе были серьезные претензии, как бы они не действительны, так как отсутствует там 2 листочка на грузинском. Вот. И очень многие люди просто по каким-то справкам там жили, что-то такое, короче, невообразимое. То, что касалось, скажем, внутреннего устройства, еще куда ни шло, можно было регистрировать людей по разным документам и так далее. А на выезд на территорию России было очень сложно попадать. Если, скажем, на границе еще как-то понимали обстановку на территории Краснодарского края, а уж дальше возникали серьезные проблемы, которые надо было каким-то образом решать. И тогда вот, я сейчас как сам первый раз столкнулся с этим вопросом, там нас пригласили Владислава Григорьевича Арзумба, и он сказал, надо делать паспорта. Это был прям мой указ или заказ Владислава Григорьевича. Он собрал группу, я сейчас уже в таких деталях не помню, потому что очень давно было. Самур Таня, Батал Джопу, я, Аня Керапян помогала нам, сотрудники администрации, Ибрагимович Каду, Тимур Хайтан, вот кого я могу вспомнить, вот так вот, ребят. У нас не было практически, ничего. Да, в компьютерном центре уже были достаточно мощные компьютеры, и даже мы поставили на издательские системы, если не ошибаюсь, мы тогда верстали этот документ. Был PageMaker, такая программа, сейчас вы о ней уже не знаете, но тогда она была, это вообще вершина технического прогресса, все эти Photoshop, Illustrator, и тогда это все уже у нас было. Но как вообще к этому подойти, с какого боку взяться? Во-первых, нужны были какие-то образцы. Потому что старый советский паспорт, он был, честно говоря, очень простой, он по объему не подходил, и по нашим задачам тоже. Нам принесли, наверное, штук 20 паспортов. Здесь уже миссия ООН была, и они, по-моему, все одолжили каждый по своему паспорту. И у меня такая резинка перевязанная, Анна Керапян принесла вот такую пачку паспортов. Мы с Баталом Джопу сели. И мы вот по соотношению высота, ширина, количество страниц. Там и британский паспорт в дело пошел, и другие. Ну, в общем, выбрали такой формат, который нам показался удобным и во всех отношениях. Я сейчас не помню, там миллиметров сколько было, но он соответствовал среднестатистическому такому международному стандарту. Исаак Георгиевич дал только один маркер. Он сказал, не дороже $1 должен обходиться государству и гражданину этот паспорт. Потому что гражданин покупает этот паспорт. Если он будет дорогой, как-то это, да, и государство. Естественно, исходя из этого, из его цены, нужно было как бы постараться качественно, и чтобы это было и красиво, и надежно, и тоже защищено со всех сторон. И такой нетривиальный вопрос. Вот там нас несколько человек, всех не помню, может кто-то обидится, вот Ахру помню, там Тимур Кайтан, там еще ребята, все как бы мы сложились, да, вместе в какую-то такую, группу и начали работать, прорабатывать. Там символика национальная появилась, самшитовый венок, который, он обрамляет такой, да, вот это самшитовый, венок, смыслы там глубокие, это то, что если касается геральдики и так далее. Дизайн обложки очень важное дело. Первый цвет. Мы выбрали такой густо-зеленый цвет, такую фактуру, которая повторяла, если вот так на зелень смотреть, какой-то она вот такая вот мелкая фактура будет видна. И какой герб туда сделать? Батал говорит, давай, говорит, может быть, что такое наше растение, которое очень характерно и
в каком-то смысле даже автохтонно для Абхазии. Я говорю, что я не знаю, что давай, говорит, самшит. Тогда уже у нас была цифровая камера, такая большая. Мы вышли во двор, и там во дворе компьютерного центра, прямо у входа, рос довольно такой большой старый самшит. Мы сфотографировали эту ветку, этот один лист взяли, вычертили на компьютере его, а потом специальным способом повторили такой алгоритм, что он создал венок. Вот этот вот самшитовый венок лег в основу обрамления герба, который тоже был вычерчен по всем канонам. Заново была взята вот рукой Валеры Гамге нарисованная картина этого герба. На этом основании был сделан графический цифровой герб для этого паспорта. Надпись. Если сейчас у нас уже, значит, идет Апсна Хенткара, то здесь наверху написано просто Апсна и Абхазия, да, это первый вариант. Здесь написано только Апсна и Абхазия, потому что Апсна Хенткара, что Республика Абхазия, Апсна и Абхазия, они равнозначную силу имеют, по Конституции это все прописано. Почему ушли сюда теперь, я вот не знаю. Я, честно говоря, вот за сторонник такого варианта, да. Ну и мы поняли, что мы вот этими гелешными вариантами, если мы пойдем, то есть это традиция большая у других государств, которые имеют сильные граверные школы, которые там режут невероятно сложные орнаменты, потом их тиснут разными печатями. Значит, а мы решили так, не делать этого, пойти более по-современному, и мы пошли через цифровой вариант. То есть мы взяли в основу солярный знак, да, тот, который у нас и на орденах, и так далее, и на гербе, и начали его разворачивать в нескольких плоскостях. 8 плоскостей мы его вращали и получили орнамент на все поле. В итоге, через какое-то время, через месяцев полтора, мы устроили такую небольшую презентацию. Тогда администрация президента находилась в нынешнем ОБНИ, в этом здании. И в актовом зале Владислав Григорьевич собрал, там, кажется, и министры были тоже, не только сотрудники администрации. И мы презентовали уже напечатанные на струйном цифровом принтере, который цветном мы купили специально. Мы сканер купили для этого дела специально, и принтер купили. Мы уже обложку и отдельные страницы напечатанные принесли, показали. И значит, первый вопрос, который возник, а почему зеленый цвет, не красный, не синий? Мы не знаем, почему зеленый цвет. Да, показалось нормально. Ну, и Владислав Григорьевич закрыл этот вопрос очень быстро. Он сказал, а мне нравится. Все, сразу всем это резко понравилось, и так оно пошло. Ну, были более серьезные замечания, конечно. Первое, Владислав Григорьевич сказал, что на паспорте должно фигурировать аутентичные абхазские названия там где-то возможно. Например, мы сделали так, ну, изначально было, что на 2 языках будет. На русском и на абхазском, как на 2 государственных языках. Паспорт, а мы внизу, сверху написали, а паспорт, а внизу паспорт. Он говорит, нет, так не пойдет, давайте мы какое-то слово, которое соответствует. Паспорт – это книга, документ гражданина. Да? Давайте напишем «отпелу вэфхо», то есть дословно в переводе это книжка гражданина. Да, это такое довольно длинное слово. Нам что-то не очень понравилось, но мы согласились. Нам не очень понравилось не потому, что слово не нравится, а потому что оно очень длинное, и в смысле дизайна оно нарушало эту первоначальную гармонию компоновки и слов, и герба, и вот этого самшитового венка. Мы и так гадали, как это сделать. В итоге мы с Баталом решили, что мы это просто слово писать не будем. А мы возьмем и опять старый вот этот паспорт напишем и пошлем на вторую официальную презентацию, уже на утверждение Государственной комиссии, и, скорее всего, дело не заметят. Ну, там, во-первых, еще много было всяких изменений, редактуры, мы все это сделали, все. А вот это оставили и послали, сами не пошли. И, наверное, проходит часа 2-3, а мобильных телефонов не было, у нас в офисе телефон был в компьютерном центре. Звонок раздается,
Девочка говорит, Ахра, тебе телефон из аппарата президента. Я беру. И Раиса Погорелая, секретарь Владислава Григорьевича. Ахра Бжань, я говорю, да. С вами, говорит, будет Владислав Григорьевич разговаривать. Я говорю, он говорит, привет, старик. Я говорю, здравствуйте, Владислав Григорьевич. Он говорит, слушай, скажи, пожалуйста, а кто президент, ты или я? Я говорю, вы, конечно. Он говорит, тогда делай, как я сказал. И положил трубку. Я Баталу звоню, Батал быстро приходил, что он спалились, говорю, давай быстро меняем. В общем, это написали, отправили, комиссия приняла, теперь стал вопрос о печати. Никто не брался нам печатать это, естественно. Это происходило тайком на территории западных стран где-то. Вот это все такое на каких-то лодочках в море выплывали, на какие-то баржи садились ребята. Это Ибрагим Авицба занимался этим. Кавказа Атрышба, да, с большим риском, там денег не хватало, они закладывали свои дома. Мне кажется, были попытки это и в Газнаке напечатать, там еще где-то в пределах СНГ, но никто не согласился. И да, у Владислава Григорьевича Ибрагим Авицба работал в охране, он предложил в Турции напечатать. И вот он должен был привести печатника. Он был директором очень большой типографии в Стамбуле. Но это как вообще увезли, это отдельная история. Его на корабле подвезли, сказали, что мы тебя к причалу подвезем, высадим. Потом подъехала лодка контрабанды, его на эту лодку сгрузили моторную. На этой моторной лодке полуживого страха привезли в Сухум. И уже он более-менее очухался, привезли в компьютерный центр. Ну, молодой парень, наш ровесник тогда. Мы это все показали, он сделал там какие-то полиграфические замечания, потому что полиграфия очень сложная вещь. Вы не можете просто сфотографировать и там увеличить или уменьшить. Там есть свои очень жесткие законы, которые привязаны к самим полиграфическим офсетным машинам. Если вы их не соблюдаете, от того, что у вас тут красивая картинка на экране, это вообще ничего не значит. У вас все расползется на печати. И вот эти все буквально там, мы с ними еще раз сели, шаг за шагом, все это прошли. Он протестировал все наши изображения, все форматы, мы ему записали на компакт-диск, вот так отдали. Ну, дня два мы с ним работали, наверное, и он улетел в Стамбул. Оттуда он позвонил мне и сказал, что все тесты прошли на машине нормально, все мастер-пленки напечатаны, и они вот приступают к печати. Так закончилась первая часть мармезонского балета. И напечатали паспорта, мы знали это, мы ожидали. И вдруг пришло известие, что все 50 тысяч паспортов, которые шли из Стамбула в Абхазию, были перехвачены грузинскими пограничниками и похищены. Когда они ее захватили, естественно, вы уже не... Ну как, уже вы не можете быть со спокойной душой продолжать эксплуатировать этот паспорт, потому что теперь грузинские спецслужбы кому угодно могут его выдать, то есть, как это, опорочить или как это называется? Какое-то слово есть русское, в общем, уже ненадежно. Пришлось идти по второму кругу. Опять нас вызвал Владислав Григорьевич и сказал, давайте, как хотите, там внесите изменения, незначительные, не меняющие суть вообще всей нашей идеи, но заметные с первого раза, чтобы наши сотрудники органов, которые будут выдавать паспорта, могли моментально отличить поддельные от настоящих паспортов, то есть первую партию от второй. Опять этот печатник приехал, но он уже в Сухуме ни за какие деньги, он приехал в Сочи. И мы с Баталом, с Ибрагимом поехали в Сочи. Там мы с ним встретились в гостинице, и уже мы с готовыми изменениями объяснили ему, что где-то была в кружке цифра, мы ее в квадратик взяли. Или, ну, такие очень-очень характерные, но не видные с первого взгляда изменения. Он все это понял, мы дали опять новый компакт-диск ему и отправили опять его в Стамбул. В первую очередь размер. Сразу видно, видите, разница. В первую очередь размер. А сейчас по деталям я просто не могу вам сказать всего, что там сделано. Вот он прошитый, и здесь прошитый. Но
качество бумаги, видите? И здесь появляется нижняя полоса защитная, еще одна. Вот здесь у нас. Потом идет другая нумерация. Ну и так далее. Здесь много разницы. Вот что отличалось, смотрите, вот это вот, они были вот так раздвинуты, Абхазия здесь, Абхазия здесь, на первой версии, понимаете? Но это если ты не дурак, это ты сразу поймешь, как это сильно отличается. Первое, второе, вот все эти цифры, тройки, они были написаны другим шрифтом, тоже очень четко отличаются. Дальше я вам покажу. Вот видите, здесь в круге, а там оно было в таком, как квадратике белом. Видите, вот тут, а здесь круг. Ну, опять же, это Абхазия здесь, Абхазия здесь, по разным сторонам. То есть там невозможно было это как бы ошибиться. Вторую партию паспортов благополучно доставили в Абхазию в конце 2005 года. Именно поэтому выдача паспортов началась только в 2006. Паспорт с первым серийным номером посмертно выписали на имя Тамары Платоновны Шакрыл, трагически погибшей во время массовых волнений 2004 года. Паспорт с номером 2 выдан первому президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Это, по-моему, 2001-2002 год, 2003 в активную фазу вошло, и к 2006 году, насколько я помню, большинство граждан уже оформили гражданство России. И, кстати говоря, там в какой-то момент был крайний срок, когда уже перестали давать гражданство России, поэтому очень многие оказались без российского гражданства, и для них появление абхазского гражданства – это еще более важный был момент, даже чем для тех, которые обладали российским гражданством, потому что эти люди были вообще вне паспортизации какой-либо, и это очень усложняло жизнь. Я уже не говорю там про моральные вещи, это просто усложняло жизнь, там, когда касалось там нотариальных вещей, там, прописки и многих-многих таких вещей. И поэтому это просто назревшая была проблема. И когда вот это все растянулось на 2-3 года, вот я помню свои ощущения, что это очень меня беспокоило, что неужели так может случиться, что мы так и не дождемся абхазских паспортов. И это такая радость получения вот этой книжки зеленого цвета, она была очень эмоциональной. Для меня был очень эмоциональный момент, когда я в руках наконец держал паспорт гражданина Абхазии. Люди ходили, просили черкеску, одевались в национальную одежду и так фотографировались. Вот моих друзей я знаю очень много, которые они в национальной одежде фотографировались. Еще сокрушались, что нельзя папаху одеть или башлык, потому что как бы голова там. Многим нравилось, некоторые говорили, особенно те, которые связаны с каким-то таким, знаете, мелким рыночным, вот это, знаете, брюзжание. Но оно прошло, слава богу, все работает. Вот тогда вот эта идея о новом паспорте, если вы думаете, что она была встречена всеобщим ликованием, то это не так. Был колоссальный скепсис и, как это сказать, сарказм и ирония по этому поводу. Что, зачем это надо вообще, кто этими паспортами будет, кто их будет признавать, не будут никакой границу не пропускать, зачем, у нас что, такие документы есть, для внутренних сделок, что ли, будут валяться на складе и все, никто их не будет оформлять, зачем, вот так вот было, понимаете. Это было приблизительно, наверное, так, как если вот вы сегодня президент Абхазии взял бы вам, вызвал бы там, сказал бы, знаете, что через полгода мы переходим на национальную валюту внутреннего хождения, подготовьте все необходимые мероприятия. Вот тот крик, который бы раздался бы здесь в Абхазии с разных сторон, он, видимо, был бы сопоставим с тем, что было тогда. Даже на госкомиссии, когда вы принимали, на первой, где мы присутствовали, государственные чиновники выражали вот такие вот сомнения. И по лицам это было видно, и не стесняясь, они это говорили. Но жизнь показала другое. Абхазский паспорт стал бестселлером. И его даже стали продавать там за большие деньги, лишь бы получить этот паспорт. Вы никогда не получите признания
Ничего. Ни ваших документов, ни ваших денег, ни ваших намерений, если вы сами их признавать не будете. Если вы не сами себе не говорите, я вот такой и есть, и меня чужое мнение вообще не волнует. Вот это было сказано этим паспортом. Понимаете? Это был еще один акт, подтверждающий наш выбор. Самый даже более важный момент, что паспорта абхазские, это сейчас кажется естественным, что все дело производства, любые операции внутри страны без паспорта не годится. Тогда вот этой идентификации не было. То есть мы были гражданами Абхазии, но не было документа, который это декларировал. И, кстати говоря, это во многом потом спасло нас после 2004-2005 года, когда, особенно после признания, когда возникли моменты угрозы, там, допустим, какой-то экспансии, я имею в виду финансовой. И вот поэтому было очень вовремя, что вышли паспорта, и то, что покупка недвижимости, допустим, привязывалась к наличию гражданства, то есть это все вот эти замки, которые позволяли как-то не раствориться в большой воде такой финансовой. И поэтому я считаю, это очень важный был момент. Я просто помню, народ просто с огромным воодушевлением. Люди за очень короткое время все были паспортизованы, просто все. А потом, чтобы этот абхазский паспорт получить, люди по 10, по 15 тысяч долларов платили, взятками, естественно, чтобы иметь возможность, потому что он стал документом, который давал возможности. Много возможностей. Вы без этого паспорта больше не могли заключить каких-то юридических сделок, не могли оформить наследство, вы не могли приобрести собственность. Понимаете? Вот в этом уже ценность документа. Процесс выдачи гражданам Абхазии национальных паспортов медленно, но верно близится к завершению. По данным правоохранительных органов, новыми документами обзавелось абсолютное большинство жителей республики. Его не признали, понимаете, на границе. Вот это был момент очень сложный. Мы так готовились ко всему, да. Вот там были какие-то защитные такие компьютерные, да, специализированные базы, которые должны были это все делать, но как-то вот не срослось, не получилось, чтобы вот их признали на границе. И вот благодарна еще раз руководству страны, которое подготовило уже к 2010 году, да, вот в 2010 году загранпаспорт. Потому что загранпаспорт это тоже не внутренний, но хотя бы люди могли выехать. Там уже были специальные защитные, там специализированные, да, компьютерные базы, которые все это вот защита была, и могли выехать по этому паспорту за пределы. Это в 2010 году. Вот в июле 2010 года вот у нас началась паспортизация по заграничному паспорту уже, получается. Но это был госзнаковский паспорт, Москва. Признание независимости Абхазии Российской Федерации ознаменовало второй этап паспортизации. В 2010 году в сотрудничестве с российскими коллегами был разработан и введен в обращение абхазский заграничный паспорт. А в 2011 впервые появился абхазский дипломатический паспорт, который используется для служебных поездок официальных лиц за границу. Третий этап паспортизации начался в 2016 году, когда жители республики обменяли внутренние паспорта старого образца на новые. Мы прекрасно помним события 2014 года, перед этим 2013 года, когда была необдуманная, бездумная и опасная преступная паспортизация в Восточной Абхазии. Да, жителей надо паспортизировать, но выдавать паспорта, паспортизировать, но это надо делать обдуманно, с пониманием. Вот, и на тот момент, как вы прекрасно помните, была создана парламентская комиссия, которую возглавлял один из депутатов, которая выявила все эти нарушения. Более того, они были очень опасны. В чем была ее опасность той ситуации сложившейся? Вы прекрасно помните цифру 17%. Я это часто говорил, будучи первым вице-премьером, выступая на пресс-конференциях. Нас, абхазов, это единственное место, где мы можем жить, развиваться, процветать. Вот, Абхазии, нас было 17%. Проведя необдуманную паспортизацию в Восточной Абхазии, в Галатском районе особенно, мы стали приближаться опять к этой же цифре. То есть, по большому счету, с чего начинали и к тому и вернулись. Для нас это принципиально важно, чтобы, во-первых, паспортизированы были именно те, которые признают нашу государственность, которые ее уважают, которые соблюдают законы и живут по нашим законам.
не ставят под сомнение существование абхазского государства, как государственности независимой. Вот это на тот момент, сейчас я не знаю ситуацию, наверное, улучшилась, но тогда на тот момент этого не было. То есть получившие паспорта были также паспортизированы соседним, вражеским на сегодняшний день по отношению к нам государствам Республики Грузия. И назрела необходимость такая, был, знаете, такой неоднократные митинги, состоялась революция в 2014 году в мае месяце, именно по основной причине была вот это. Ну, стал вопрос, как говорится, надо все это менять. Когда создавался уже вот второй вариант паспорта, ну, приблизительно та же самая команда над ними работала. Даже ваш покорный слуга там какой-то. У меня не было столько времени, но это тоже небольшую руку к этому делу приложил. Но я считаю, что он был сделан как бы, вот эти вот дизайнерские и вообще концептуальная идея, она была сохранена. Какие-то элементы исчезли, к моему сожалению. Например, исчез вот этот самшитовый венок. И я знаю, что Батал тоже очень переживал по этому поводу. Ну да, ну в целом общий вот этот стиль был сохранен, и, конечно, он был сделан гораздо более качественно в полиграфическом смысле этого слова, и уже на этот раз его печатал Казнак, и я присутствовал на первом таком совещании в кабинете министров, когда представители Газнака приехали, и они говорили о своих впечатлениях от документа, и они сказали, что это первый документ, который к нам попал на всем пространстве СНГ, там им заказывали и киргизы, и казахи, которым у нас вообще нет никаких ни дизайнерских, ни технических нареканий, который был выполнен на высочайшем полиграфическом и дизайнерском уровне. После того, как он был готов, уже возник второй вопрос. Его же надо выдавать людям. А выдавать по той же схеме, которой выдавался предыдущий паспорт. То есть фактически можно было наступить на те же самые грабли. Там паспорт делать это просто. С учетом тех цифр, которые мы хотели для того предприятия, где мы заказали, это лимит, это пару дней работы. Но электронная система это немножко сложная, они затянут почти год. Поэтому мы немножко с задержкой, но опять-таки это по объективным обстоятельствам, потому что задача была не только создать паспорт, но и придумать и создать систему его выдачи, электронную систему выдачи. Ну, это у нас это получилось, и в мае месяца 2016 года был пилотный проект. Мы первый паспорт, прям вот так вот, все удаленно, помните, в здании кабинета министров сидели, в прямом эфире, скажем так, на телефонах. Вот, и люди, находясь в паспортном столе на одном из рабочих мест, и они выдали первые паспорта, и вот так с этого момента у нас есть эти паспорта. В чем была слабость той системы? Вот компьютер, я мог, как сотрудник паспортного стола, мог забрать его домой и дома с принтером печатать. В чем эта система чем отличается? Есть общая закольцованная система паспортная, наша, да, паспортное управление. Если ты вычленил компьютер, вытащил, понес домой, ты печатать не сможешь. То есть это было очень важно, чтобы вот так вот, знаете, как огульно распечатывать и раздавать, чтобы как в прошлый раз вот ту ошибку, которую мы допустили все вместе, чтобы этой ошибки не было. Потом еще какой плюс в этой системе. Если раньше можно было, выдали паспорт, посмотрел, не разобраться, кто именно, то есть там не было закреплен за кем, да, кто выдал. В новой системе с первого процесса, когда человек принес документ и сдал, с первой минуты ясен, кто принял, кто провел, то есть материально ответственное, скажем, лицо, ответственное лицо по этому делу, оно четко просмотрено. То есть если захотят наказать того, кто выдал незаконно паспорт, это элементарно. Тем не менее, вот я сейчас расхваливаю тот паспорт, который мы сделали с командой нашей, дай Бог им всем здоровья, прекрасные люди, патриоты, все молодцы, но все-таки как первый паспорт символ, конечно, тот паспорт был мощнее, сильнее, он останется в истории. Но наш паспорт тоже, я думаю, не подкачал, работаем, выдают, все нормально, носим в кармане с гордостью и высоко его держим как флаг. В ходе паспортизации 2016 года многие граждане Абхазии не абхазской национальности столкнулись с трудностями. Большая часть жителей Галского района лишилась гражданства, а в остальных районах у многих отнимали паспорта и направляли людей в комиссию по гражданству, где им нужно было заново доказать свое право быть гражданином Абхазии.
В законе о гражданстве указано, гражданином Абхазии может тот, который с 4 года по 99. Ну, парламентарии тогда вот аргументированно как-то по свои аргументы предъявили, как-то вот долго обсуждался этот закон. Ну, вот, и приняли такое решение, что с 4 по 99 год кто проживал, тот автоматически, национальность не имеет значения, если он проживал. Если он не жил, то уже есть комиссия о гражданстве, где он должен, вообще, как иностранец, также проходить. Мы в 2006 году тоже мы также выдавали, также такие были требования, но здесь мы более ужесточили эти требования, потому что были и база была такая, то есть все было четко, и каждого человека мы могли видеть, да, где он находился, где он закончил школу. То есть для абхазов, там прописано прямо абхазы и абазины, да, они где бы ни проживали, им выдавали паспорт, но, естественно, при наличии всех документов и самого лично гражданина. А вот получается, те граждане, которые не могли доказать свое присутствие в Абхазии, конечно, дополнительные были проверки. Это домоуправление, это адресная справка, это трудовая книжка. Конечно, это хождение, нужно было немного походить людям. Конечно, я понимаю, что это было нелегко, но надо было это доказывать. Многие, как ты сказала, многие были, кто-то приехал, уехал, доказал, не доказал, кто-то были маленькими, выросли. Мы же, в конце концов, не звери. И комиссия пошла навстречу, и, как вы помните, даже оппозиция втаскивала цифры, помню, года 2 назад, 5 или 6 тысяч человек, выдали паспорта, гражданство и так далее. То есть те, которые имеют какое-то отношение к Абхазии, понимаете, что сегодня у нас с Грузией проблемы. Да, они сегодня, еще раз говорю, люди отказывают нам быть свободными, это наши враги, кто бы они ни были. Надо вещи своими именами называть. Но сказать, этим нельзя, этим можно по этническим группам, национальностям, то это мы же апартеид в законе указывать не можем, правильно? Почему-то мне было жалко людей, потому что они же вынужденно отсюда уехали. Я сейчас не говорю о всех национальностях, которые здесь проживали. Они выезжали вынужденно, приехать не было возможности сюда. То есть эти моменты я всегда тоже озвучивала и на комиссии, что какие-то уступки, какие-то должны быть для людей, чтобы они могли прописаться. А куда им деваться? Квартира их здесь, да? Год, допустим, он не вписывается, да, в этот, не смог 3 года, в эти 3 года, в эти 5 лет приехать. И что теперь ему делать, понимаете? Процедура, там мы всегда выходили, да, я помню, с вопросами, чтобы немножечко как-то облегчить людям, да, внести в закон, в положение, это же распоряжение, да, чтобы можно было немножечко как-то опустить эти все нормы. Чтобы пойти людям навстречу, да, чтобы те люди, которые здесь родились, я считаю, что им нужно помогать. На тот момент десятки тысяч граждан, жителей Абхазии, но граждан Грузии, получившие наши паспорта незаконно, закон, это не мое мнение личное и так далее, это закон. По закону гражданин Грузии, гражданин Абхазии не может иметь второе гражданство, иначе как только российское. Все, это закон четко. Поэтому они были все лишены гражданства. Но они живут в Абхазии, они жили здесь в 2, 3, 4 поколениях. Есть, которые исторические, с древних времен, это нагрузинившиеся абхазские фамилии. Есть, которые потом пришли уже во времена Советского Союза, все это прекрасно знаем, эту историю. Тем не менее, они там живут, и надо было все-таки какие-то удостоверения личности, они не могли грузинским паспортом проживать и постоянно и так далее. Было принято создание вида на жительство для того, чтобы паспортизировать и удостоверить. То есть мы предполагали, выдав вид на жительство, что по этому паспорту они, кроме политических прав, до решения их судьбы в дальнейшем, конечно, когда-то это или туда, или сюда решилось бы, чтобы они могли иметь все права, кроме политических. Политические до поры до времени, потом, когда решится этот вопрос тоже, кто остался с нами, поверил в нас, в нашу государственность, признал ее, естественно, он будет паспортизирован со временем. Кто не желает этого, как-то должен, какой-то документ должен был иметь. И это было создано. Параллельно мы разрабатывали и тот, и тот. Но требований к виду на жительство таких сильных, мощных не было, как требования к общегражданскому, но достаточно качественный, красивый, красного цвета книжечка, она тоже появилась.
Когда разрабатывали, кстати, планировалось, что по этому паспорту они могут совершать всякие сделки нотариальные, купля-продажа, что они могут, ну, я еще раз сказал, все права, кроме политических, да, только не быть избираемыми, не голосовать, и чтобы они могли пересекать границу, там, как восточную, там, к родственникам общаться. Мы же не звери, надо люди хотят общаться и с родственниками, мы же сами помним себя в этой ситуации, чтобы они пересекать могли ту границу, и западную, и восточную. Ну, вот, и чтобы они чувствовали себя так достаточно спокойно, уверенно, чтобы имели удостоверение личности на руках. Более того, какие-то выборы даже предполагалось, но это было в стадии так, пока обсуждения, чтобы местные выборы, муниципальные, даже, скажем так, чтобы они принимали участие, потому что раз они проживают там, чтобы они местных депутатов это принимали. Ну, я не знаю, в чем причина, после того, как власть, ну, я ушел с работы, знаете, в 14-м начал, в 16-м я ушел, ну, потом смена власти, очередная, вторая, третья. Вот. И почему эти вещи не довели до конца, и почему так, ну, это уже вопрос к ним, но мне это непонятно. То есть было очень правильно, я думаю, грамотно продумана стратегия, если бы она реализовалась бы, вопрос в Галлии, который сейчас до сих пор стоит, интеграция там, людей и так далее, она была бы уже на абсолютно другом, качественно другом уровне. Всего с 2016 года было выдано 31 840 видов на жительство. Все, кто получили его 10 лет назад, кроме граждан Грузии, сегодня уже могут претендовать на гражданство Абхазии. За этот же период было выдано 162 392 паспорта нового образца. А самый первый абхазский паспорт в период с 2006 по 2016 был выдан 199 717 раз.